Республике Башкортостан, как и в других субъектах Российской Федерации, в последнее время стало большой проблемой дозвониться в поликлиники и больницы, найти результаты анализов на ковид, вызвать врачей на дом. Нагрузки на систему здравоохранения увеличились несколько раз, людей при этом не хватает. Чтобы решить часть проблем, связанных с информированием жителей, 16 ноября глава Башкортостана Ради Хабиров подписал распоряжение о создании Республиканского ситуационного антиковидного центра. Спустя неделю после открытия глава региона на этом объекте. Эту нашу программу, проект, я не знала, что это проект «Единая Россия», вы осуществили в жизни всей республики. Сегодня звонки, мы сегодня только получили 1474 звонка. Это больше, да, получается? Растут. Это мы погашаем эти жалобы. За неделю почти 5000 жалоб погашаем. Это как сказали, это самые кричащие звонки. Ну да. Я там послушал некоторые. Да. Некоторые же не могут родственников своих найти в больницах, да, получается? Не могут. Вызывают врача, врач не приходит. Не потому что, не может он. ПЦР находим. Сегодня за это короткое время мы уже почти 2000 анализов ПЦР. Коллеги, Ради Хабиров. Сидите. Работайте, пожалуйста. Сидите. У нас сегодня этот один зал, это первый зал и второй зал. Всего медэксперты, доцент Даутова Яна Ацевна, 12 медэкспертов, 56 операторов, плюс сотрудники Минздрава, наш Минсоцразвитие, Роспотребнадзор. И все вместе получаем звонки, обрабатываем и максимально стараемся не загружать лечебные учреждения и Минздрав. Но здесь мы ежедневно отрабатываем, Евгений Владимирович, наш куратор по Минздраву, там какие трудности, и сразу говорим, я еще вас тот зал покажу. Уже наши операторы, они становятся как-то парамедики, телефонисты. Но они далекие от медицины все ребята. Они, библиотекарь, журналист. Борис, у нас работают скрипты, поэтому самая главная задача при первом касании выявить проблему, открыть скрипт. Если есть алгоритм, мы идем по алгоритму. Потом сюда выносим каждый раз, учим, учебные идут, как открыть эту карту, как правильно ответить. Но если трудно, медики всегда рядом, потому что все равно есть вопросы, которых без медицины уже не решить. Сегодня вы сказали, что мы будем принимать наших вахтовиков. Уже звонки пошли, Ради Фатьевич. Серьезно, да? Да, уже с Дальнего Востока. Но мы так сказали, что да, весной было, это озвучено Ради Фатьевич, эта программа прорабатывается, вам сообщим. Он из Дальнего Востока. Уже с Дальнего Востока звонили? Сами вахтовики звонили? Вахтовики, он говорит... Болеет, да? Нет, они говорят, как нам быть, пока не болеет. Ради Фатьевич, уже каждый... Мы вчера получили звонки из Краснодара. Он говорит, у меня родственник в Стерлитамаке, я сам из Краснодара, не приезжает скорая. Нашли родственника, отправили такие, есть такие уже звонки. Сегодня звонят. Увезли... вы эксперт, получается, да. Здороваться можно? Да, метод не ошибся. Спасибо. Очень рад вас видеть. Да. Спасибо вам большое. Они помогают нам, еще помогает им ординатор. Много работы, да, вообще? Достаточно хватает. Иногда тишина. Так и разнообразные звонки, или все вокруг ковида? Не принесли лекарства, еще что-то. То есть такое. Кто мне сделает укол, соответственно. Народ, знаете, начитанный, Рефач. Как только указ видели, сегодня еле самой пришлось закрыть. Ребят, сейчас можно, временно, их как-то вы кормите, что или? Мы вам покажем, да, есть у нас все. И здесь они, смотрите, в течение дня. То есть им кофе попить есть? Да, и недорогие обеды. Сейчас увидите, И они где кушают? Здесь? Сейчас покажем. Мы же людей, получается, перекомандировали. Да, они командированы. Они у нас работают 2 дня дома, 2 дня работают. Конечно, зарплата, видимо, переработка будет, зарплату, многие пришли так заработать эти операторы. То есть им это считается, да? Да, будем считать, мы написали. Конечно, вы за этим посмотрите. В состоянии, ребят, покормить вы бесплатно? Возьмите, а мы вам потом компенсируем. Да, мы кормим.
Это бесплатно, я имею в виду. Бесплатно? А, бесплатно? Да. Прошу прощения. Вот, талоны. По графику выходят. Ну, нормально, качественно, хорошо кормите, ладно, чтобы... Ну, там салат первый, второй. Да. И чтобы там, вот у них всегда чай, там вот такие вот, такие вещи, да? Ну да, есть у них зона отдыха, они перерывы. Случаев заболевания нету? Нет. Вот один был случай, только она мигрень. Сразу, я говорю, вот на входе хорошо вы сделали. Обязательно. Добрый день, Ради Фальч Хабиров. Простите, садитесь, пожалуйста, работайте. Ради Фальч, вот у нас, вот оператор, я сегодня говорила, у нас всегда вот старшие сегодня в смену. Это у нас Алиса Флюровна, это кураторы экспертов, они супруги, а это наши тим-лидеры, то есть они вот на каждую группу один, староста по-новому тим-лидер, я уж по-старому говорю, старосты. Вот. Слушайте, я впечатлен. Это сколько вот получается у нас здесь? Ну, там 24, но здесь мы... Сколько у нас? Ну, мы вот... 4 сектора по 12 человек разбито 60. так, чтобы 60 человек. Да. каждый тим-лидер был в поле зрения оператора, с которым он работает. А вот, Также есть в среднем на одного сколько звонков поступает? Ну, сегодня Сколько? много. Сколько? Да. Сколько на одного оператора звонков? Сколько сегодня приняли звонков? 30 точно было. 30 уже, а еще 30. Не закончится. Еще, сегодня много, Рафаэль, такой И напряженный. я думаю, что она будет увеличиваться. Я так тоже думаю, что сейчас вы раскрутили, ведь сегодня уже звонят, мы не можем оставить ни один вопрос, сейчас вот нам тогда уже ответ дайте по этим вахтовикам, Рафаэль, эти вопросы. Мы ведем сейчас переговоры с компаниями, которые нам они сами не дают. Мы рассчитываем на лучшее, но я боюсь, что худшее, что больных много. Я тоже боюсь. Мы пока так обтекаемо сказали, что мы обязательно глава сказал. Нам не говорят. Да, вот надо так говорить, что своих мы всех бросим, мы примем и всех пролечим и так далее. Да. Но пока нету ни вопросов, пока еще, то есть нету договоренности ни по вывозу, ни по организации размещения, ни по организации лечения. Да? Это пока еще нету, да. Вот мы сегодня приняли 1356 звонков, а уже отработали 1478 звонков. То есть мы... Еще вчерашние. Да, вчерашние. А потом проверяем срезы, вот они, как вы, довольны, недовольны. Но, знаете, таких больших недовольств нет, Рафаэль, они уже мы их успокаиваем, научились говорить наши операторы. А вот по территориям откуда больше? Уфа? Уфа? Только Уфа? Только Уфа же у нас? Нет, республика. Звонки со всей. Все равно, в основном же Уфа, да? Наверное, 75%, да, Уфа, наверное? Ну, все равно звонят. Стерлитамак много звонит, Нефтекамск. Ну, так вот, Октябрьск, Мазы очень мало. Районы есть. Вот, в основном Уфа, да? Ну, Уфа, знаете... И основное, как вот сегодня сказали, это поликлиническое. На первом месте поликлиническое звено, на втором месте найти ПЦР, на третьем месте лекарства, на четвертом надо сообщить родственников. Вот мы им уже успокаиваем, что мы им говорим, ваш родственник находится в ковид-госпитале. Вот такие параметры. Но вот звонки, вы, пожалуйста, дальше ежедневно с ними. И потом мы уже говорим, не надо с ним, вашим родственникам много говорить. Пусть пишут, сегодня больной, трудно говорить. Вот мы сами говорим, мы сами болели, очень трудно, не беспокойте. Они, вам же у них телефон, СМС отправьте, этого достаточно. Ну так вот... По амбулаторной помощи сейчас как попроще стало? Немножко врачей же в Уфу там насытилось немножко? В Башкирском государственном медицинском университете количество ординаторов добавилось. Есть 4 проблемные поликлиники для нас. Это в основном Черниковка и Сипаева. 32-я, 43-я, 13-я. Черниковка и Сипаева, да? Очень 13 больниц. Ну там очень тяжело. Я прям своих коллег жалею. И вот именно оттуда идет? Много. То есть вы им все-таки плечо подставляете? А как же, мы уж говорим, придет врач, успокойтесь. Мы не можем в этом амбулатории все равно их лечить. А с медуниверситета здесь же эксперты еще? Они все, вот, пожалуйста, он помощник, да, он помощник. Был и ректор, проректор, они приходят, смотрят. Ну, то есть они дают вот медицинские такие консультации? Да, ну вот сегодня 12, ежедневно 12, это профессора, доктора наук, они, и вот молодежь, ординаторы, они все аттестованы, кандидаты и доктора наук. И к нам вот сейчас ординаторы, мы, конечно, Евгений Владимирович, вообще академики уже стали. А технически не подводят? Все нормально? Нет. То есть все организовано здесь, да? Вот мы уже сейчас, Рустам Хамидович сделали врачом, он у нас
20 часов у нас итоги принимает, вопросы обсуждаем. В 13:30 всегда все вопросы, что касается медицины, мы обсуждаем только медиками с Евгением Владимировичем. Ну, знаете, все решаем. Это же не вот то, что мы начинали в Единой России. Это, ну и приходится, конечно, и ручно, вы сами знаете. Я звоню. Я понимаю, да. вот это тяжелейший труд, и всем ребятам огромное спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья, коллеги, добрый вечер. Уважаемые волонтеры, эксперты, всех приветствую. Я буквально на секундочку, я только вам спасибо сказать всем хочу, что вы нас поддержали и подставили плечо. Очень важную работу вы делаете, очень-очень важную, потому что вот даже по звонкам, которые вы сами общаете, наверное, видите, что вот ваш труд людей как-то наш успокаивает, позволяет решить проблемы, которые вот на данный момент мы не могли решить. Просто я вас очень-очень вот пришел только сказать спасибо. Спасибо вам, себя берегите и потерпите немножко. Когда-то это все пройдет. Спасибо вам. Но делаете очень-очень, вот знаете, вот пройдут годы, будете вспоминать, что вот вы такую достойную, очень нужную людям работу делали. Будете гордиться собой. Спасибо. Они сами говорят спасибо, Рафач, вот многие, что вы нам позволили вот такое быть в гуще событий, вот молодые. Это же новые тут технологии. Тут с каких организаций, Алексей? Это Башинформ, дальше? Наше министерство ведомства, подведомственное учреждение. Даже и подведомство. Да, это есть, наше кадровое управление занимается постоянно этой работой. То есть, если вдруг коллеги по каким-то обстоятельствам выбывает, соответственно, мы обращаемся, просим замену, обучаем. Человек сначала в течение первого дня обучается, смотрит, подходит ли ему этот ритм, подходит ли ему эта работа, потому что не каждый тоже психологически может выдержать разговоры тяжелые на другом конце. Ну да, все-таки 12 часов, это мы медики можем, но они уже сейчас адаптируются, вот, и да, не хотят... Смены через 2 дня мы работаем. Да. Ну, а так условия все создали. Тут, по крайней мере, техника работает. Есть, техника работает, все люди есть, готовы. Ага. Будем трудиться, Рифач. Ладно. Спасибо, идемте. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. Ну вот, наверное, еще достижение будет, если здесь не допустите. Ну, чтобы, нет, это конечно, уже... прям, но у них, наверное, протокол, да, плохо себя чувствуют, вот немножко даже, пусть знаете, лучше. Мы сказали, на вашей совести, вы почувствуете, скажите, мы сразу вас отпускаем. Конечно, конечно. Мы еще, сейчас очень строго следим, там, вечером они звонят. Но вы же, знаете, мы говорим, мы в команде Райфача, если вы подведете нас, это будет очень, подводим голову. Ну, народ тоже с пониманием Райфача. А у них есть возможность перерыв как-то взаимозаменить? Обязательно, мы, да, вот эти тим-лидеры, тим-лидеры, они же операторы. Они сразу садятся на это место. И выйти там чашку чая. Обязательно. У них перерывы есть технические, потом обед мы обрабатываем в это время 15 минут. То есть мы сугубо так уже, они не сидят 12 часов. Ну, есть немножко, чуть-чуть размяться. По технике, то есть все нормально, да? По технике, все отработали, да? В Министерстве цифровизации мы неделю работали совсем в другой системе. В субботу мы перешли, боялись, что у нас упадет, все хорошо, Минцифры все отработало. Но я так понял, вот операторы, чтобы окончательно вошли, еще вот эта неделя, наверное, надо, да? Чтобы да, это уже они хоть стали понимать, даже они вот ПЦР, некоторые стали БЦР. Понятно, да. Потом, да. Есть предложение все-таки, в любом случае, даже сотрудники РАИВов. У нас на бирже занятости очень много с высшим образованием людей. Из них подготовить прямо на следующий год, возможно, это долгоиграющий схем, может быть, подготовить сюда профессиональных посадить. Да, может быть и так. Это и как раз, с одной стороны, решило бы их проблему. А потом все равно ситуационный центр, там часть переползет в СУР там или что. Это хороший, очень прекрасный. Может быть, человек найдет работу себе. Да, конечно. Здесь уже многие себе присмотрели, Раф Фарич, из людей. Серьезно? Да. То есть они потом хотят в СУР перейти, да? Да, и руководители, мы все увидели, здесь сразу люди проявляются, которые умеют принимать решения, здесь очень много такой работы. А некоторые хотят пойти в медучилище. Они говорят, почему мы не стали медиками? Да, это тут мы сейчас поменяем профессиональный состав. У нас и количество желающих сейчас пошло. Нет, знаете, это вот сегодня вы пришли, 20-го премьер-министр, для них это очень большая честь и, конечно, ответственность, мы это понимаем. Им спасибо. Это для нас честь, что люди нас поддержали так.
Это же все вот Рима Мирна рождалось. Я сидел, просто думал, вот мне постоянно докладывают, вот Алексей, ребята его, что плохо, звонки перебарщивают, звонки. А я все думал, как вот это все соединить. И вот родилась идея на ходу практически. Вот Портактив также, вот мы же видели, да, вот, ну, то, что я там одна своими... Вот, я говорю, вот я глядел на этот чат ваш, и вижу, в этом чате Рима Мирна все и занимается то, чем вы, только в масштабах уже всей республики. Да. А сколько времени сейчас? 17:53. Да. Сейчас у них же чай, кофе есть? Да. Сейчас они в 20:00 заканчивают, да? Там сейчас, сколько здесь, 50-60 человек? 56. Гузель, организуй торты сюда. Ну, скажи от меня чай попить, ладно? Спасибо. Кому вредно, пусть не едят. Хорошо. Там несколько хороших, там возьми свежих, ладно? И перешли сюда. Спасибо. Ладно? И вечером чай попить. Как ситуационный центр, Ради Фаритович, насколько вот сейчас он актуален? Ой, он очень актуален. Я даже переживаю, что надо было нам его где-то недели 3 назад создать. Просто мы масштабов бедствия, наверное, не уловили в свое время. Потому что он очень нужен. Люди иногда элементарной информации не могут получить. Но действительно, ведь структура работы инфекционной больницы такова, что когда человека забирают в таких экстренных ситуациях, потом у нас несколько госпиталей, пока отправят его в какой-то госпиталь, пока его отфиксируют, пока получится возможность с ним переговорить, родственники элементарно найти не могут. И понятно, представляете, ваш родной человек на несколько часов пропал в тяжелом состоянии. Поэтому даже вот такие вещи, они сейчас довольно оперативно решаются. Вот. И я уже не говорю то, что это большая помощь амбулаторному звену, потому что я откровенно должен сказать, я каждый раз говорю, что наша медицина выдержала этот удар. Но первичное звено, очень много врачей болело, и у нас так вот на этот именно период пришло, что в Уфе в первичном звене совсем был большой провал с врачами. Поэтому мы отправили туда и медуниверситет, и ординаторов уже отправили. Мы уже даже студентов начали отправлять в старших курсах для того, чтобы там чисто организационную какую-то помощь оказать. Сейчас ситуация выправляется. Но вот необходимость получения быстрой информации, там успокоение где-то даже человека. Здесь работают эксперты с медуниверситета, люди со знанием. Тут и профессора приходят, ректор сам приходил. Поэтому очень нужное дело, я считаю. Спасибо.